сотрудничестве между ПАО «Русгидро» и правительством Республики Саха-Якутия и администрацией города Якутска подписывается в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей Якутска. Стороны планируют создать совместное предприятие, выполняющее функции тепловой сети, после чего рассматривается переход Якутска в ценовую зону теплоснабжения. Уважаемый Николай Григорьевич, уважаемые коллеги, сегодня на самом деле мы пришли к логическому завершению нашего многолетнего труда по созданию единого теплосетевого предприятия в городе Якутске. Этот вопрос был поднят с момента начала строительства Якутской ГРЭС-1. Достаточно было много разных у нас дискуссий, но я рад, что при поддержке Николая Григорьевича мы наконец нашли то решение, которое позволит, на самом деле, во-первых, кратно повысить надежность теплоснабжения самого экстремального города в мире, так, крупного города в мире, каким является Якутск. Ну и самое главное, в результате реализации этой модели, которую мы согласовали, потребитель города Якутска получит значительное снижение тарифа на тепловую энергию, что, поверьте, не так часто в нашей стране встречается. Спасибо. Благодарим вас, Айсен Сергеевич. Слово предоставляется председателю правления, генеральному директору публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания «Русгидро» Николаю Григорьевичу Шульгинову. Уважаемые коллеги, уважаемый Айсен Сергеевич, на самом деле мы не просто подошли к этому подписанию соглашения, это не просто соглашение о намерениях, это реально достигнутая договоренность о создании единой теплосетевой компании и на базе ее создания единой теплоснабжающей организации, и дальше уже выход возможно. И я надеюсь, что выход на регулирование по методу алькотельной. Я думаю, что Якутия станет, наверное, первым регионом, где такой метод мы постараемся внедрить, потому что не нужно отставать от прогрессивных методов регулирования. В Сибирь уже внедряет, вроде видимый получается эффект. Пока на востоке регионы присматриваются, но я думаю, что Алексей Сергеевич с его командой вместе с нами мы примем правильное решение и добьемся такого подхода. Кроме того, у нас есть задумано и планируется строительство Якутской ГРЭС-2 в второй очереди, и много еще вопросов, связанных с этим строительством, с разрешительными процедурами. И важно сотрудничать в этом направлении, и важно также загрузить и новую станцию тоже по теплу, для того, чтобы повысить ее эффективность.